Тревожные новости поступают с фронта борьбы с COVID-19. За сутки, как сообщает Роспотребнадзор, почти 150 заболевших. При этом на выходных диагноз был подтвержден еще без малого у 300 человек. Тем временем пациенты с простудными симптомами все чаще, как выясняется, лгут врачам, сообщая о наличии у них якобы потери обоняния. Делается это, как предполагается, для назначения им мазка на коронавирус. О проблеме пишет врач-блогер Дарья Ухань, которая ведет заметки из так называемой грязной зоны ковидного госпиталя в Сыктывкаре. Вот только важно помнить, что одна анасмия не является показанием для данного исследования. В новых клинических рекомендациях дан алгоритм действий, которые помогают специалисту определить, у кого более вероятен ковид, а у кого нет. Поэтому призываю вас говорить врачу только правду, не хитрить и говорить открыто. Тогда диагностика не будет затруднительной, а специалист будет доверять пациентам. Сама же постковидная реабилитация действительно вещь серьезная. В некоторых случаях люди ощущение вкуса и запаха теряют до 2 месяцев, потому что были поражены обонятельные луковицы. Впрочем, процесс, как показывает ситуация в мире, можно ускорить. Лор-врач фонда Ротшильда в Париже Камила Эрви, на которую, например, ссылается наша Дарья, советует вдыхать 5 запахов. Это ваниль, гвоздика, уксус, тимьян и корица. 2 раза в день, утром, натощак и вечером. Все эти компоненты весьма доступны и имеют резкие, ярко выраженные ароматы.